Нет, памирцы это не таджики. Это даже в законе прописано. У всех же один паспорт на одной территории. Нет, вот мы не таджики. Здравствуйте. Меня зовут Святослав. Очень Вот приятно. приехал к вам в гости в Душанбе. Хотелось немного узнать истории, а конкретно такой вопрос у меня есть. Почему на территории Таджикистана одни называют себя таджиками, а другие памирцами? И кто вообще памирцев назвал памирцами? Ну, давайте тогда начнем со второй части данного вопроса. Кто назвал памирцев памирцами? Дело в том, что действительно вот на территории Горного Бадахшана, что в составе Таджикистана, что по ту сторону реки Афганистана, жили племена, жили народности, которые там назывались шугнанцами, казаханцами, ишкашимцами и тому подобное. И вот когда русские пришли на этой земле, пошло разделение Памира, разделение Бадахшана на две части. Одна часть ушла в состав Афганистана, другая часть в итоге была в составе Таджикистана, тогда в Российской империи. И вот тогда русские ученые, когда начали изучать Памир, там были разные этнографы, историки, они как раз и стали называть эти народности памирцами. Потому что территория сама тоже не называлась Памиром. Памиром называлась только одна часть. Это территория Восточный Памир, Мургаб. И русский западный Памир, вот Вахан, Шугнан, Изгулям и Харог, вот это все скажем, они это все назвали Припамирьем. То есть Памир это территория Мургаба, а это все Припамирье. Но со временем вот эта приставка «при» они убрали полностью и стали называть полностью эту территорию Памиром. И, естественно, жители тоже они записывали памирцами. И когда уже в 1924 году разделили республики у нас в СССР, Горный Бадахшан вошел в состав Таджикской республики, и тогда выходцы с Памир, когда приезжали в другие регионы Таджикистана или СССР, в основном Таджикистана, их спрашивали, откуда ты? Если он, например, скажет, что я там из Изгуляма, или я там из Вахана или Ишкашима, многие не поймут. Даже сейчас не понимают 21 Районы веке. это, да? Да, и вот эти районы. И они за себя коротко либо назвали бадахшанцами, либо памирцами. Но вот дело в том, что вот памирец, оно как бы более такое стало популярным, чем бадахшанец. И вот оттуда и возникло вот этот этноним памирец. Теперь, что касается вопроса того, что кто-то себя считает памирцем, а кто-то себя считает таджиком. Тут дело в том, что вот несмотря на то, что памирцы имеют какие-то свои этнокультурные отличия, не только от таджикского народа, но в принципе от всех народов Средней Азии, которые здесь проживают. И это даже в Конституционном законе Республики Таджикистан ГБО 95 года написано, что Горный Бадахшан имеет свои языковые, культурные, духовные ценности. Это даже в законе прописано. И вот эти ценности, которые есть, они для кого-то становятся как бы таким фактором, чтобы они называли себя не таджиками. А для других же эти же, например, языки, культура, древняя культура, для других это становится поводом, чтобы они себя считали настоящими таджиками. То есть, например, почему, например, называют памирцев настоящими таджиками? Потому что они имеют свои определенные языки, свою культуру, территорию, они там не ассимилировались там с арабами, там настолько, с монголами, их называют настоящими таджиками. Но эти же факторы для других становится поводом, чтобы сказали, нет, памирцы это не таджики. Да, я понял, в принципе, интересная история. У меня еще такой вопрос есть. А почему, когда памирца называют таджиком, он прям обязательно поправит, я памирец? А таджики, наоборот, говорят, что почему Памир это таджики? То есть как-то тут я не понимаю вот эту особенность. Ну, это всегда... У всех же один паспорт, на одной территории живут. Ну, это самоопределение. Я же говорю, что самоопределение многих памирцев изменилось со времен Советского Союза, и они пытаются сказать, что нет, вот мы не таджики. Они хотят это показать, что вот мы не таджики. Но в то же время есть другие памирцы, которые говорят, нет, мы таджики. А почему, например, там таджикский народ, и это естественно, им тоже неприятно, когда, например, территория находится в составе Таджикистана, но при этом кто-то говорит, что он там не таджик. Я тоже знаю, какая-то такая... Здесь уже характер человеческий, кажется, идет, что почему это же наша территория, и вы говорите, что вы там не таджики. Их можно понять по этому вопросу. Но вот другой вопрос, почему памирцев не хотят понять, когда они пытаются говорить, что там мы имеем какие-то свои этнокультурные отличия. Ну да. Вот их тоже не спрашивают. Например, когда тот или иной памирец выйдет и скажет, например, там, я памирец вот потому что, его сразу говорят, там, нет, ты нацист, ты там сепаратист, ты кто-то еще, но не пытаются его выслушать. Вот в чем вопрос.